И из Казахстана в Кыргызстан ходит нелегальный караван. Этим смелым парням и беда не беда. Вот товарищи из Казахстана. Должен быть комфорт именно для тебя лично, чтобы ты не надо под кого-то подстраиваться. Мы сегодня выходим в этот пилотный переход. Это первый совместный туристический проект между Киргизией и Казахстаном, который принесет общую выгоду обоим странам. Это как экономическая выгода, это выгода во взаимоотношениях. И мы сейчас открываем новую дестинацию, новое направление именно для иностранных туристов, для которых мы привлекаем в наши страны. Это очень важная инициатива, я считаю, для развития туризма, экологического туризма, цивилизованного туризма, культурного туризма в Республике Казахстан и в целом в регионе Центральной Азии. В частности, можно создать туристический продукт, который бы работал и в Казахстане, и в братской Кыргызской республике. Так, Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской республике начинает маршрут от Кольцая 1, всего 3 озера, до Иссыкуля. Поехали! Вон там уже идет наша группа. Озеро. Да чего чистое. Это первое озеро. И тут прям очень-очень красиво. Вывески стоят. Ну, вот мы и добрались до второго озера. Middle Lake. Ну, там так написано было. Ну, ничего, видончик такой. Несмотря на дождь и все прочее. Сейчас чуть ближе подойду и покажу это озеро. И вот такой тут открывается просто нереальный вид на озеро. У-ху! Вот такая вот тут сказка. А вот, собственно, и сам лагерь. Тут вот не только вот эти желтенькие палаточки, но там еще и зелененькие палаточки. Лошадки уже стоят наготове. Так что все круто. А вон там еще есть прям палатка на берегу озера. Чтоб я так жил. Эти девушки простых романтиков. Вот такой у нас лагерь. Девушки, ваш с них мальчика не стоит свою любовь, не стоит им дарить свою любовь. Здесь.
когда ты идешь, это одна одежда, а когда ты отдыхаешь, надо всегда брать теплую одежду. Чем теплее одежда, тем лучше ты отдыхаешь, тем лучше ты завтра пойдешь. То есть все, не лениться, потому что они легкие, в принципе. Купите вот такие теплые штаны, которые, оно как вот рукава это все идет. И как бы и не надо пуговку, можно даже просто без рукавки взять, по-моему, все. То есть на биваке и обязательно вот такую теплую шапочку, всегда. Шапочка и фонарик. То есть это на биваке это как бы номер один. Переночевали в лагере. Был дождь, промерзли все в хлам. Спальники намокли. Вот. Пришлось укрываться чем попало, кто чем. Я лишь полотенцем укрывался. Утром начали сушиться. Сейчас уже почти все просушились. Время 10 утра. Собираемся и идем на 3-й лагерь. Он еще вон там выше находится. Вон там в горах находится 3-й лагерь. Там ночуем и потом уже переход на Иссык-Куль. Вот наше озерце прекрасное. Если подольше остаться, можно было бы искупнуться. А так, горячий чай. Что может быть прекрасней и лучше горячего чая после промозглой просто ночи. Замерз в хлам. Не знаю, спал я сегодня, не спал. В общем, спальник, оказывается, очень нужная и важная вещь. Сейчас просушились. Сегодня ночью, надеюсь, уже буду спать в сухом спальнике. До следующей ночи. Ну, собственно, вот оно еще наше второе озеро. А вон там вдали на берегу мы ночевали с палатками. Сейчас вот так вот по хребту вон туда обошли. И вот по тропинке вот идем и дальше идти. Короче, надо на 3-е озеро. Вон там за горами Кыргызстан. Иссык-Куль. А мы идем. Благо, что фонд поддержки развития туризма организовывает так маршруты, что все комфортно. То есть за нами следом поедут лошади. Там и повезут с собой провизию. Это в будущем туристы, кто захочет так этим маршрутом ходить. Собственно, ради этого все и делается. То есть будет полное обеспечение. Перед вами пришли, там вам палатки поставили, кухню, чай, пай. Все сделали. Вы пришли, такой герой, раз, и дальше пошли. И также люди на лошадях. Палатки, спальники, важные вот эти наши. Так они их и повезут за вами. Ну вот идем на 3-е озеро. Оно повыше будет. Че, посмотрим. Ну вот мы и дошли до 3-го озера. Конечно, все уставшие. Хотя не все. Нормально. Некоторые нормальные. Вон народ купаться полез. Самые отчаянные ребята. Так что те, кто будет ходить, имейте в виду, тут есть просто замечательное озеро, где можно искупаться, освежиться. Ну, если вы такой заряженный весь из себя. У-ху. Вот товарищ из Казахстана решил окунуться. Водичка холодная. Да, прям ледяная. На камешек. Че, ощущения? Вообще супер. Освежает? Холодная? Это, по-моему, самый короткий способ побороть усталость. Да, так и есть. Холодная вода? Теплая, горячая вообще. Не верьте. Ну вот воздух уже точно стал теплее после этого. Ну да, выходишь из воды вообще не холодно. Думаешь, вау, какая теплая. Оказывается, на самом деле здесь тепло. Идем дальше. Вот тут такой великолепный вид открывается на это 3-е озеро. Там еще есть 4-е, говорят, но уже поменьше. Вот. Где-то
пройдено за сегодня. То есть мы стартанули где-то в 10 утра, может чуть-чуть позже. Сейчас 1:30. Вот. И мы даже половины пути не прошли. Ну, близки к половине. Так что идем дальше. Еще такой моментик. Вот это озеро мы еще идем, третье. Там на том берегу кричат ребята. И просто крутое эхо получается. Как-то так. Эй! Эхо просто шикарное. Начинаешь понимать выражение козьими тропами. Ох, капец. Хрен пройдешь. Дорога, видимо, последний раз пользовалась популярностью в 2009 году. Вот поэтому все заросло. И практически ощущаемся первопроходцами. Вот так приходится тоже преодолевать речку. А что делать? Как-то так. Да. Вот тут ловим опасного контрабандиста. Вот видите. Еще попробуем. Ладно, иди. Пролазим. Опа. Ауч. Давай, аккуратно. Опа. Так, рюкзак сразу. Чтобы я... А я его там. Так. Только что прошли пограничников казахских. Но это не такие, которые на таможне там печати вам ставят. Это ребята на конях с автоматами. Все как положено. Здрасте, до свидания, паспорт, акджол. Вообще молодцы ребята. А вон там дальняя гора. Это Сарыбулак. Граница Казахстана и Кыргызстана. Вот такие дела. Итак, третий день нашего пути. Раннее утро, позавтракали и выдвигаем теперь уже в сторону границы, в сторону Кыргызстана, Иссык-Куля. Вот ребятки собирают палатки, сухпайки собирают. Вот. Нам, в принципе, всем не надо собирать, потому что тут с нами группа на конях. Они соберут и уйдут туда, назад в Казахстан к себе. А мы уже свободным ходом пойдем домой. До встречи дома. Выбрались наконец на солнышко. На солнышке хорошо. Не то что в тени. В солнышке сразу можно шапку снять. Нужно подраздеться. Сейчас чем дальше туда. Время 8 утра. Ну, по сути, только выдвинули. Чуть-чуть прошли. Вышли на солнце. И хорошо. Уже тепло.
Сейчас потихоньку начнутся скидываться куртки, кофты и так далее. Ну, к Иссык-Кулю дойдем, наверное, в футболках. Ну, я так думаю. И идти по тропе. Это перевал Курменты, а нам надо многословный, да? Извините. Курменты перевал, а здесь Сарбулак. Да, а я имею в виду Михалыч, может, перепутал. Курменты, вон они. Да. А нам нужен Сарбулак. Продолжаем идти. Там вон спереди уже вот видно лошадки пасутся. Вон там на горе. И уже скоро будет Кыргызстан. Клево, да? Вот дошли до самого верхнего Маренного озера. Вот она. Перевальная точка находится левее. Маренное озеро, это что значит? Это оно идет из-под Марены. Вот это вот Марена, из-под нее идет озеро. Вот мы пришли из той долины. Горы, озера. Там вон даже такие указатели стоят для путешественников. Видно еще со старых времен, когда тут ходили туристы, альпинисты. А вон там, на горе, уже стоит пограничный столб. Уху. Вот мы и дошли до него. Вроде был так близко, а оказался не так уж близко. Сейчас еще чуть-чуть и найдем. И вот тут открывается великолепный вид на озеро Иссык-Куль. Да, Собакин? Скажи гав. Хе-хе, Собакин шел с нами почти всю дорогу. Походу с нами и дальше пойдет. Да, Собакин? Будешь жить в Кыргызстане. Вот, заберет Собакина. Поздравляю. Уху! Вот смотрите, вот это вот хребет называется Терскей-Алатау. Мы находимся на понижении Кюнгей-Алатау. Это вот как бы одна из самых нижних точек Кюнгея, который разделяет Казахстан и Киргизию. Мы решили чуть-чуть отойти от маршрута, буквально 20-30 метров, чтобы увидеть вон там вдали наш любимый пик Хантенгри. Вот он, красавчик, выделяется. Мы это сделали. Конечно. Опа. Интересно. Связь только что поймала. Ну вот, мы уже идем по территории Кыргызстана. Такое ощущение, что тут воздух, да? По-другому дышится. Ветерок такой уже более приятный. Всем привет! Здорово! Да, да идется как-то легче уже. Уже видим Иссык-Куль и прям клево. Прошло где-то 1,5 часа, как мы пересекли границу. Так интересно. И вот только первый домик появился. То пока не знаю, что это за домик. Ну такой. Или палатка это. Первое вообще какое-то жилище. Хотя кошары уже были по пути. Вот. А жилищ никаких не было. Ну сейчас поближе подойдем. А там дедушка какой-то молоточком стучит. В общем, обычный пастух. Наверное, подковы делает.
и заняты делом. И сейчас, получается, дорога вот прям по Кашаре идем. Не очень приятно. Запах тоже, конечно, специфический. Но в целом уже на горизонте виден Иссык-Куль. Вот Иссык-Куль уже поближе виден. Но это как бы не прям сам Иссык-Куль, это вот его оттоки, ответвления. Но все равно это Иссык-Куль. Тут иду, а тут в кустах кто-то шевелится. В общем, живности, растительности много. Хорошо. И погодка сегодня на славу. Как самочувствие? Почти дошли. Ну, дай бог. Очень устал, но приятная усталость. Этот опыт, который нужно хотя бы раз в жизни испытать в горах. Условия суровые. Были самой высокой точки, пост там 3200 с чем-то. В общем, сейчас чуть-чуть осталось дотерпеть и нырнуть в наш благословенная жемчужина озера Иссык-Куль. Как думаете, те, кто не ходит по горам, смогут осилить этот маршрут? Я же осилил. Добро пожаловать. Я не хожу, но постарался, вот, дай бог, сейчас нормально дойти, чтобы ноги живые были. Вон там вдали уже проглядывается трасса. Только что нас проверил кыргызский пограничный наряд. Ребята подъехали на Ниве с переносным оборудованием для проверки документов. Проверили, все четко, вежливо, грамотно. Еще у нас в группе один товарищ из Казахстана очень сильно повредил колено и уже перешел границу, когда уже просто тяжело человеку было идти, кое-как шел. И тот пограничник, который с нами всю дорогу был, он вызвал другого пограничника на лошади. И вот они туда поднялись и посадили на лошадь человека. И отвезут его тоже на Иссык-Куль. Так что ребятам ПСГКНБ большой рахмат. Мы вместе сделали это. Ну и, собственно, вот таким вот образом мы вот завершаем наш маршрут. И те ребята, кто также тяжело шел, кто вот в первый раз вообще пошел в поход в горы, тут на последнем участке пути уже бодрячком, трусцой. Все почему? Потому что уже виден Иссык-Куль, и хочется быстрее к нему прийти. Ну вот мы, собственно, и дошли. Мы это сделали. И нас встречает команда. Спасибо вам. Вы все равно быстрее. Встречи. Вон там нас встречают люди с шариками. Так приятно. Спасибо. Отважно. Там вот встречают нас. Приятно все-таки, когда встречают. Ну вот, собственно, последний этап пути. Сейчас начнется раздавание интервью, всякое такое. Ну, это высокое начальство. Вот. Вон там уже дорога. Вот там машины ездят. Вот ленточки. А за ней Иссык-Куль. Ну, собственно, и все. Конец. Пришли. С вами был Фонд поддержки развития туризма Кыргызской Республики. Всем здрасте. Александр Михайлович. А памятные кусочки от ленточки. Да.